Всем привет! Мы затеваем жужжащее расследование. В эфире медовый детектив. Разберемся, куда деваются пчелы и через сколько лет мед исчезнет из нашего рациона. Как говорится, пчела далеко за каплей летит, а мы отправляемся на поиски правды. В последние десятилетия пчеловоды всерьез обеспокоены массовой гибелью пчел. Потери исчисляются тысячами особей и растут с каждым годом в геометрической прогрессии. Неужели пчел настигнет участь динозавров? Существует несколько версий происходящего. Осталось разобраться, в чем суть и где, как говорится, пчела зарыта. Медовый детектив не ищет легких путей. Мы идем по следам науки. У меня есть 3 пчелы из разных районов Башкортостана. И сейчас мы узнаем, от чего же они погибли. В этом нам поможет Айгуль. Айгуль, вот я собрал 3 пчелы из Янаульского, Альшеевского и Березанского района. Как ты будешь их исследовать? Первым делом я буду выделять ДНК. Давайте приступим к исследованию. Давайте. Где у пчел ДНК? ДНК находится в тканях, то есть в грудной клетке пчелы. И чтобы исследовать заболевания, я еще беру кишечник пчел. То есть в основном болезнь распространена там. А вообще, какие еще есть виды исследований пчелиных болезней? Вот в основном проводятся ПЦР-реакции, но есть еще и такие, как микроскопия. Извините, перебью. А что это ПЦР-реакция? Полимеразно-цепная реакция. После того, как мы все достали из пчелы, что мы дальше делаем? Добавляем лизирующий раствор, чтобы растворить клеточную стенку и тем самым сохранить ДНК и потом его уже просматривать. Раствор готов? Раствор готов. Теперь мы его ложим в термостат, и он будет в течение суток находиться там. Позже, после 24 часов, мы будем проводить ПЦР-реакцию. Угу. Ну что ж, будем ждать. Очень интересно, чем же болели наши пчелы. Известный ученый Альберт Эйнштейн сказал, когда пчела исчезнет с лица Земли, человечество останется жить 4 года. Неужели люди не выживут без меда? Не так все просто. Есть несколько причин исчезновения медовых тружениц. Ну, во-первых, это наши любимые сотовые и все то, что излучает электромагнитные волны. Бывает так, что улетела пчелка за медом, а назад не вернулась. Вторая причина – это вредные химикаты, которыми опыляют растения. У пчелок же нет противогазов и респираторов, которые защищали бы их. Третья причина – это клещ вароа. Детки, пораженные вароа, рождаются без крыльев и не способны добывать мед. А лечение от такого паразита, как говорится, не мед. Пчелок нужно прогревать до 45 градусов. По всему миру пчеловоды бьют тревогу. Поэтому, чтобы не допустить медового краха, еще так ученые называют прогрессирующее вымирание пчел. Ученые из разных уголков страны обмениваются опытом в изучении проблемы. Ведь даже на других континентах пчелки болеют не меньше, чем у нас. Сейчас мы пообщаемся с доктором наук, который отправляется в Корею для генетического изучения пчел. Итак, Рустам, первый вопрос – это как со здоровьем у корейских пчел? У корейских пчел такие же проблемы, как и у наших пчел. Они начали вымирать в последнее время в результате завоза наших пчел на их территорию. Наши пчелы приносят гораздо больше меда, и поэтому предпочитают разводить их. А корейские пчелы, они не выдерживают конкуренции. Наши пчелы, значит, их грабят, у них мед из ульев и беспокоят их. А корейские пчелы, они не любят, когда их беспокоят. Они покидают улья и улетают в лес. И там погибают. Пчеловоды завозят пчел из разных регионов, из разных частей света на одну территорию, и они скрещиваются между собой. В результате у них, получается, дестабилизируется геном. У них теряется поведение, естественное поведение, приспособленность теряется к местным условиям. В итоге они становятся уязвимы и болезням, и климатическим условиям. С проблемой вымирания пчел столкнулись не только пасечники, но еще и те, кто занимается борцовым пчеловодством. За последние 2 года в Березанском районе погибло около 90% диких пчел. Человек может прожить без кислорода 3 минуты, без воды 3 дня, а без пчел 4 года.
Надо сказать, что в мире есть и другие естественные опылители – мухи, бабочки, птицы, летучие мыши, ветер. Кроме того, не все растения опыляются пчелами. В былые времена без них прекрасно обходилась флора Северной Америки и Ирландии. Туда пчел завезли именно люди. Но с момента великих географических открытий в мире произошли немалые изменения. Выросло население, выросла и потребность в продуктах. Так как от пчел зависит большая часть урожая, человечеству придется затянуть пояса. Если мы пчелу возьмем, какую-нибудь одну пчелу, вытащим, отсюда мы ее вытащим, вот она вылезла. Вот мы ее можем поймать, и жало пчелы необходимо куда-то приложить на какое-то больное место. Вот тебе и какая-то польза. Так? То есть, чтобы позвать пчелу, надо просто так вот постучать по улью, да? Да. Еще одна польза. Пчелы выделяют антисептические вещества. У кого легкие больные, вот необходимо вот так вот примерно открыть, вот, и подышать. Ну и опять-таки не только для человека можно использовать его, но и для пчел. Многие растения у нас используют для опыления. Пчелы – это не только отличные медозаготовители, они еще интенсивно используются для опыления сельскохозяйственных культур, плодовых деревьев, винограда, полевых растений. Как показывает практика, угодья дают примерно в 1,5 раза больше урожай, нежели те, где перенос пыльцы происходил без участия пчел. В Европе пчел по большей части заводят для опыления. Мед – это приятный бонус. У нас в стране скорее наоборот, фруктовый сад возле пасеки – это приятное дополнение. Но как ни крути, в любом случае исчезновение пчел – это однозначно экологическая катастрофа вселенского масштаба. Уход за пчелами – это основное занятие пчеловода, а не сбор меда, как может показаться незнающему человеку. У хорошего пчеловода и меда много, и пчелы всегда здоровые и трудолюбивые. Мы приехали к молодым и опытным пчеловодам. Медовый детектив в селе Крымский Альшеевского района. Здесь в обычной общеобразовательной школе есть весьма необычный предмет, на котором ребята изучают пчел, улья и качают мед. Нас, конечно, заинтересовали молодые пчеловоды, ведь они знают, что делают. Их знания и опыт оценили на многочисленных медово-пчелиных конкурсах. Никита, дай мне задание простое, но ответственное. Самое простое – это осмотреть улей на моль. Что нужно сделать в первую очередь? Сначала нужно все обработать, чтобы не было никакой пчелы, чтобы она не ужалила. Теперь мы снимаем крышку улья Давай. и снимаем за ней утеплитель. Угу. Нужно не делать никаких резких движений, чтобы пчел... Крышку я могу Да, поставить? крышку можно поставить. Потом мы чуть-чуть обрабатываем по бокам. А можно? Я тоже Да, попробую. попробуй. Угу. Достаточно, да? Да. Мгм. Теперь тихонько открываем. Ну, что ты сможешь сказать на первый взгляд? Ну, я ничего не знаю, что здесь пчелы, еще что должно быть. Да, здесь все в порядке, потому что никакой моли нету. Моль, она выглядит как маленькая личинка белая. При осмотре улья надо быть очень внимательным и осведомленным. Если ты не заметишь личинку моли или болезнь пчел, это ставит под удар всю пчелиную семью. Покопавшись в научных трактатах и опустошив за чтением не одну банку меда, ваш детектив выяснил, что за последние 50 лет воротоз у пчел считается самым распространенным инвазионным заболеванием. Можно сказать, что уже полвека в пчелиных ульях бушуют эпидемии. Это опасная, заразная и быстро прогрессирующая болезнь. Возбудителем является клещ вароа. Он поселяется на теле пчел, причиняя им беспокойство. Если заглянуть в улей и не получить за это от пчел, то можно узнать, как устроен быт медовых тружениц. У них есть детский сад, школа, а взрослые, как и наши родители, ходят на работу, правда без выходных. В школе они наверняка изучают медовые дисциплины, их изучают и в Башкирском государственном аграрном университете. В университете есть целая кафедра, которая изучает пчел и все, что с ними связано. Медовый детектив решил прояснить ситуацию с таинственным исчезновением пчел вместе с заядлым пасечником, доктором сельскохозяйственных наук, с профессором Маратом Гиниатуллиным. Он наверняка знает, куда деваются полосатые труженицы. Здесь на протяжении 4 лет мы держали пчел в ульях. Действительно, так сказать, здесь условия жесткие. Почему? Потому что, с одной стороны, так сказать, это в середине Уфы, большого города. Естественно, то, что находится, как я сказал,
вот, разные, так сказать, эти продукты жизнедеятельности человека, так сказать, они все попадают, так сказать, в мед, вот, в пыльцу. Естественно, так сказать, после зимовки, так сказать, они, действуют отрицательно, выходят они ослабленно. Человек, так сказать, может выжить в крупном большом городе, пчелам крайне тяжело. Исследования показали, что у пчел из всех 3 районов – Альшеевского, Янаульского и Бурзянского – был сильно ослаблен иммунитет, а значит, противостоять любым инфекционным заболеваниям им крайне сложно. В связи с чем идет повсеместное поражение иммунной системы у медоносных полосатиков, пока сложно сказать точно. Есть предположение, что химикаты, которыми опрыскивают поля, негативно сказываются на медовых сборщиках. И каждый год все более совершенные химические соединения убивают не только насекомых-паразитов, но и пчел. Экологическая катастрофа дает свои неутешительные результаты. Если люди могут выжить в мире, где предметом повседневного гардероба является противогаз, то пчелам там не приспособиться. Не летит пчела от меда, а летит от дыма. А как говорится, нет дыма без огня. И костер, в котором горит наша экология, разгорается день ото дня. Делайте выводы.